Взял? 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 Пожалуйста. А теперь, да, Гак-то отъясненец Байна хочет. Положи ее спать, Гак, она спать хочет. Бай-бай, а он гакает. Мам, я хочу бутылку. Бутылку? Да. Она хочет кушать? Да. А ты сварила ей покушать? Да. У нее же, наверное, нету ничего кушать. Иди кашу. Ты говоришь, что я пошла сварила? Да. Ну это же твоя дочка, иди ты и вари. Нет. Сыролачери. Горячего? Да. Софичка, а как папу зовут? Папикан. А? Пикан. А как маму зовут? Мама Киса. А как зовут братика? Братик Искан. Угу. А сестричку как зовут? Адам. Анжела? Да. А тебя как зовут? И София. Ой, молодец. А сколько тебе годиков? Так, 3. Ой, молодец, какая девочка. Она у нас знает и чеченский хорошо, и русский, но просто я с ней говорю сейчас на русском, и чтоб она тоже говорила на русском, я ее, а так ее на каком языке заведешь, на том она и будет говорить. Просто зрители просили, чтоб не понимают по-чеченски, поэтому, ну что ж, будем говорить по-русски. Вот, друзья, знаете, еще был такой случай. Ты выйти хочешь? Ну, иди. Был такой случай, знаете, я вот вчера видео снимала и не рассказала вам. А он сам бы такой смешной был, а то все плачем и плачем. Все такие истории печальные. Ну, как бы я хотела, чтобы вы их знали, да. Грустного много во всем этом, но, как сказать, мне хотелось, чтобы вы это знали, что мне не так-то просто это все досталось, что мне пришлось через многое пройти, и что, чтобы не думали там, что я ненавижу там русских или другую нацию. Просто это очень тяжело, это надо сильно захотеть, и этому ты не научишься там, скажем так, за день, за два, за месяц. На это нужно года. Я училась этому годами. Это не то, что я приехала и за месяц все выучила. Нет. И по сегодняшний день я учусь. И по сегодняшний день я ученица. Я чеченская ученица. По сегодняшний день далеко много чего я, может быть, и не знаю. Но ближе к теме. Вот когда свекор дал уже согласие на то, что точно меня возьмут замуж, когда он уже на все это согласился, то он попросил залогу, значит, нашу, чтобы она, привезла познакомить, так как, понятно, по чеченским законам это не положено. Родители девушки до свадьбы в дом не приглашают, и сами они не идут туда. Но так как наша семья, мы были не чеченцы, то опять-таки из-за уважения к отцу, то есть они, свекор попросил мою залогу, она жила в нашем районе, он попросил, чтобы она привезла, чтобы она приехала со мной и отца, мать, чтобы привезли, познакомить, потому что он сказал, сын младший в семье, он должен жить с нами во дворе, и да, вот как вот люди на это посмотрят, а то люди, может, скажут в том плане, что, например, что мало чеченок было, такая она некрасивая, не могли, что ли, свою найти, вот, чтобы этого люди не сказали, он хотел посмотреть, но он говорит, я знаю, мой сын, страшную не выберет,
Но все-таки хотелось бы посмотреть, так как Таня Керта, а еще она с нами должна жить во дворе. Я сразу же перевожу. Друзья, если будут где-то проскакивать слова, то я в ту же минуту буду делать перевод. Мне это совершенно не тяжело. Владею 2 языками в совершенстве. Так что, если даже где выскочит, вы уже меня извиняйте, то я в ту же минуту буду делать перевод вам. То есть никаких обид, не нужно обижаться. Просто, ну поймите меня правильно, мне уже по-русски говорить иногда проблема. Вот вы поверите, мне гораздо легче сказать на чеченском. Потому что у нас в семье все говорят на чеченском. Вот София болтает вот это все на русском, она вот мультики смотрит целыми днями, вот там она это может, но не от нас. Но это неплохо, в школу пойдет знать, знания русского языка, конечно же, должны быть, тут ничего, но свой язык нужно в первую очередь говорить на своем языке, это главное. Далее, и свекор, вот, чтобы это так вот сказать, и свекор, чтобы, иди мультики смотри, иди. Он попросил, чтобы заловка привезла меня и родителей, значит, показать. А вот наша соседка, которая жила с нами, которая платье продавала, она платки, она, значит, привезла очередной товар с Чечни, платье, платки привезла она. И я у нее купила красивое платье, платок большой я купила. И в этом наряде я поехала туда, ну, как положено. Выглядела как положено чеченской девушке, скажем так. Значит, приехали, как раз свекрови было, это было 1 июля, свекрови было день рождения, я не помню, сколько лет, не вспомнилось, но мы взяли подарок, во дворе нарвали цветы у нас, розы были. В общем, поехали мы с родителями. И, значит, поехали мы, и приезжаем туда, они нас встречают, все как положено. И мы зашли в дом, свекр пригласил в дом, сразу проходите в дом. И, значит, поздоровался, он представился. И он говорит, там Анжела, иди, Анжеле, скажи. Анжел! Она там в комнате, иди. Значит, он ей говорит, сбила, София забегает, сбивает меня. И он нам говорит, проходите вы, садитесь, сейчас я распоряжусь, чтобы накрывали стол, потому что все готово, но мы хотели, чтобы все было горячее, и, значит, поэтому я сейчас пойду скажу, чтобы все разогрели, чтобы разогрели еду, чтобы вас, ну, накормили. Сегодня у меня глажка целый день, все время на работе, на выходных стараюсь все перестирать, все перегладить, чтобы у меня была спокойная душа. А волокита большая, поэтому приходится все совмещать. И вот, что я хотела сказать еще. И он, значит, пошел сказать им, а нам сказал, вы располагайтесь. Эта наволочка у меня некрасивая, старая. Я ее на работу ношу. На работе для больницы, на смену. Я каждый раз меняю, потому что мало ли разные болезни. Я так ее с собой на смену возьму, постель, постираю, посплю на ней и забираю домой ее стирать. В кипятке прям, чтобы все микробы, чтобы все это убивалось. Я никак не приду к основному. Мама, Ау. хочу мойку, музыка и Нана. И, значит, она не даст мне сегодня рассказать вам. Вот мультик же. Вот же мультик, иди смотри. Все, закрывай дверь и не мешай мне больше. И, значит, он выходит на улицу. На улице свекровь, заловка. Они там все уже, ну, наготовили, все уже. Шли, хотели накрывать. И он, значит, идет, он был шокирован. Ну, видимо, он не ожидал, что оно, вот, платок будет, платье, все как у чеченцев. Наверное, не ожидал, скорее всего.
я так думаю. Я не смогу эту фразу не сказать по-чеченски, но, друзья, я сразу же сделаю перевод. И он подходит к ним и говорит, Дела Дюнена. А у него привычка всегда была вот так вот делать. Дела Дюнена говорился, и магаю хазалиял шиа. И сайкан цаяля, ас хаялу рюцун. То есть чекан ты хацаяля шацун хаялу рю. Шам чорезу, инзаре хазюаю. И ялуме говорил шуаю. Он сказал, он удивился сильно, он сказал, она такая красивая, я просто в шоке, я не ожидал этого. И если сын по своей инициативе на ней не женится, то я сам ее возьму для сына, я ее, ну, чеченцев делают так, что вот всегда бывает такое даже, что случай, что и парень сам как бы недовольный, вот, он соглашается с тем, что предлагают родители, если девчонка хорошая, с хорошей семьи, то бывает такое, что родители вот сказали, вот мы хотим ее, она порядочная, она вот все может, то он соглашается. И вот он так сказал, если даже он будет против, то я ее сам ему ее возьму. Ну, в общем, смеялись, нас насмеялись в тот день, хорошо так посидели. 2 свата от души. Вот, надеюсь, вы меня поняли как. Ну, в общем, говоря вот так вот, вот такое вот дела.